Конечно, это все правда. Разве матушка Россия станет лгать и наговаривать на Ичкерию, на чеченский народ? Нет, конечно. Когда Россия, этот русский мир лгал нам или наговаривал на нас или на кого-то еще, конечно, все это правда. Исходя из ваших новостей, из ваших газет, из ваших телеканалов, и, конечно, это правда. Даже добавлю больше, что мы, чеченцы, совсем офигевший народ. Мы офигевший народ, мы офигевшие люди, мы офигевшие чеченцы. Мы не хотим жить мирно в этом мире. Мы всегда хотим какие-то там войны, там что-то еще. И, конечно, мы хотели, что Россия на нас напала. 155 миллионная Россия, чтобы на нас напала ядерная сверхдержава, сейчас уже в кавычках, чтобы на нас напала, понимаете, у кого там, который мы 155 раз меньше по населению и 1000 чем-то раз меньше по территории. Конечно, мы захотели, короче, у них даже танков было больше, чем наших воинов, короче. Полностью бронетехника, авиация, корабли и так далее, даже больше, чем наших мужчин, короче. Но мы-то не могли жить нормально, свободно, поэтому мы решили заниматься тем, что вы там написали мне в комментариях, потому что мы такие вот, не можем мы жить, короче. Но это все, если исходя из российского, да, русского, вот отсюда. А так, все это неправда, конечно. Это все наговор. Понимаете? А были там какие-то там случаи, там похищения, там что-то еще, там забрали имущество, драка и так далее, да? Эти случаи были, как и по всей России. Такие случаи были. Если в Чечне это взять, это может там максимум до 50 случаев таких было, когда, как в России, чисто за 90-е годы уголовных дел по этим статьям, короче, было около 3 миллиона. Начиная с 91-го, заканчивая там 99-го года. 3 миллиона уголовных дел, если не ошибаюсь. Я могу ошибаться, можете проверить информацию. Так что вот вам надо отсюда вот очистить свой мозг, поэтому после того, как вы очистите, у вас такие комментарии не будут, поверьте мне.